ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Управление физкультуры и спорта Ухтинской администрации провело пресс-конференцию по итогам прошедшего 2016 и планам на 2017 год. Сухие цифры говорят, все в Ухте со спортом хорошо. Плаваем, играем, выходим на ринг и татами, все как и раньше. В 129 учреждениях к здоровому образу жизни приобщается почти 41 тысяча горожан. В прошлом году управление даже перевыполнило план по мероприятиям. В 2016 году было запланировано 472 спортивных мероприятий разного уровня. Проведено 493 с общим количеством участников 52 272 человека. Но только вот проблемы как были, так и остаются. И для всех, кто хоть как-то связан с профессиональным или любительским спортом, ясно – причина в недостатке финансирования. К концу января до сих пор не ясно, сколько Ухта может потратить денег на физкультуру в 2017 году. То есть на реализацию календарного плана данный вопрос находится на рассмотрении у руководителя администрации МУГУ Ухта, а также с нами ведется работа с градообразующими предприятиями, со спонсорами о том, чтобы найти финансовую поддержку для проведения тех или иных спортивных мероприятий. Из-за скудного финансирования муниципалитет даже не смог выступить в полную силу на Заполярных играх. В усеченном составе в Воркуту приехали сборные по боксу, дзюдо, плаванию. Если бы поехали все, результаты были бы значительно лучше, но были те виды спорта, в которых мы и вовсе не выступали. Вы знаете прекрасно, что очень сложная финансовая обстановка в городе, да, и собрать команду было очень сложно. Для примера, команда города Сыктывкара выступала в 19 видах программы. Воркута закрыла все 21 вид программы. В следующем году, чтобы быть во всеоружии и занять не третье место, а второе или первое, как было в 2014 году, нужен в среднем 1 миллион. И это не столько вопрос престижа города. Только на этих соревнованиях в пределах республики можно подтвердить статус кандидата в мастера спорта. Все мы понимаем, как это важно для спортсменов. Забегая вперед, скажу, деньги на Заполярку уже пообещали выделить. Об этом пресс-служба мэрии сообщила после пресс-конференции. На что деньги уже точно выделили 170 тысяч рублей, так это на сдачу норм ГТО. В этом году знаки готовых к труду и обороне могут получить и стар, и млад. Напомню, в прошлом году ими похвастаться могли лишь выпускники. Это, казалось бы, мелочь, добавляет им бонусные баллы при поступлении. Чтобы получить знак, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО. Ссылка на ваших экранах. Только помните, обязательно указывайте верные данные при регистрации. Соответствие фотографии. То есть при регистрации вы загружаете фотографию на портал АИС ГТО. Соответственно, когда вы приходите подавать заявку, администратор центра тестирования, в данном случае я, например, я сверяю вашу фотографию на портале с вами, то есть соответственно. Пошутил в профиле с фото или выдуманной фамилией, будет проблемно получить знак ГТО. Ну и дополнительные баллы для вуза. Такие случаи не единичны. Если вы все правильно сделали, берите паспорт и разрешение от врача-терапевта. Когда и где знать сами нормативы, вам скажут в управлении физкультуры и спорта. На улице Кремса, дом 10.